Добрый день, уважаемые ученики и учителя! Мы рады приветствовать вас на уроке, посвященном Дню Республики Саха-Якутия. Почему День Республики Саха-Якутия мы празднуем именно 27 апреля? В этот день в 1922 году специальным декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета была образована Якутская автономная советская социалистическая республика. И в 1992 году, 27 апреля, была принята Конституция Республики Саха-Якутия. Этот урок будет посвящен теме Якутия, природа, история и культура. Якутия – самый крупный по территории регион России и одна из самых крупных административных единиц в мире. Будь Якутия самостоятельным государством, она занимала бы 8-е место в мире по площади. При этом по численности населения республика остается одной из самых малозаселенных территорий. На одного человека здесь приходится почти 3 квадратных километра. Это связано с тем, что почти 40% земель региона расположены за Северным полярным кругом. Около 2/3 территории Якутии занимают горы и плоскогорья, и лишь 1/3 низменности. Климат наш резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой и коротким летом. Широко распространена вечная мерзлота. Из-за обширности территории в Якутии представлены сразу 4 климатические зоны. Большую часть Якутии, около 80%, занимает тайга. На севере узкая полоса лесной тундры переходит в тундру и сменяется арктической пустыней. Соответственно, флора и фауна Якутии представлена типичными представителями этих климатических поясов. Давайте остановимся на климатических зонах Якутии. Зона арктических пустынь и полупустынь. Якутия граничит с 2 морями. Это море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Острова и побережье этих морей – арктическая зона Якутии. Значительная часть поверхности островов занята ледниками, скалами и каменистыми россыпями, лишенными растительности. Для равнин характерен слабо развитый почвенный покров, мощность которого не превышает 1-3 сантиметров. На севере Республики Саха раскинулась тундра, где условия для произрастания растений неблагоприятны. За короткое лето земля не успевает оттаять полностью, образуя слой вечной мерзлоты. В верхних слоях почвы скапливается влага, что приводит к образованию болот со скудными залежами торфа. Богатых запасов торфа в тундре не найти, так как самого главного компонента растений здесь мало. В тундровой части Якутии процветают лишь мхи и лишайники. Лесотундра представляет собой промежуточную зону перехода от тундровой к таежной зоне. Находится в пределах субарктического климатического пояса. Тундра с лесом здесь сливаются воедино. Данная зона сурового климата лежит параллельно южным окраинам тундры. На ней происходит чередование редких лесных участков с тундровыми участками. Зато тайга – это настоящее лесное королевство. В якутской тайге преобладает даурская лиственница, которая неплохо приспособилась к местным суровым условиям и может на зиму сбрасывать свою хвою. Много кедров, елей, берез, пихт, встречаются сосняки. Если флору Якутии представить цифрами, то получится следующее. Высших растений – 1850 видов, мхов – 575, лишайников – 550, водорослей – 2678, грибов – 600 видов. 19 видов растений Республики Саха занесены в Красную книгу. Большая часть республики лежит в зоне вечной мерзлоты. Летом почва оттаивает на глубину 3-4 метра, но даже на такой глубине нередко обнаруживаются кости вымерших животных. Самые древние животные обитали в Якутии около 140 миллионов лет тому назад. Это были крупные травоядные ящеры, динозавры. В Якутии было найдено большое количество останков стегозавров. Стегозавров очень часто показывают в фильмах и мультфильмах.
Длина их тела превышала 5 метров, их главное оружие – шипы на спине и хвосте. Они были достаточно крупными, но имели очень маленькую голову. Мозг их, по словам ученых, был размером всего лишь в один грецкий орех. Питание стегозавров в условиях Крайнего Севера 125 миллионов лет назад тоже очень интересная тема. Точно известно, что стегозавры были травоядными. Однако по сточенности зубов ученые пришли к выводу, что на территории Якутии ящеры питались очень жесткой пищей. Чем конкретно, пока выясняется. При этом следов кариеса, с которым часто сталкиваются травоядные, у стегозавров найти не удалось. Якутия – главный холодильник для ученых. Именно здесь найдено огромное количество уцелевшей органики древних животных, среди которых мамонты, пещерные львы, шерстистые носороги, бизоны, заргелии и другие. Мамонты, млекопитающие семейства слоновых, появились около 4 миллионов лет назад и вымерли примерно 10 тысяч лет назад. Животные достигали высоты свыше 5 метров и массы тела 14-15 тонн. Они были отлично приспособлены к жизни в суровых условиях холодного климата. Обитали в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. При жизни мамонты имели всего лишь 4 зуба, которые за период продолжительности жизни мамонта менялись 6 раз. В Сибири и на Аляске известны случаи нахождения трупов мамонтов, сохранившихся благодаря пребыванию их в толще многолетней мерзлоты. Про других древних животных Якутии вы можете узнать самостоятельно из соответствующей литературы. Животный мир. Климат Якутии не всегда был таким холодным. Из членистоногих установлено обитание 5670 видов, в том числе насекомых 4500, клещей 630, пауков 540. Фауна позвоночных животных представлена одним видом круглоротых, 99 рыбами, 6 земноводными, 2 пресмыкающимися, 318 птицами, 75 видами млекопитающих. В Якутии гнездится 271 вид птиц, и 47 видов отмечены во время случайных залетов. 228 видов гнездящихся пернатых являются перелетными, а 43 – оседлыми, то есть обитающими в Якутии круглый год. Ядро орнитофауны составляют воробинообразные 115 видов, шангообразные 67 и гусеобразные 49 птиц. Из рыб материковой части в республике наиболее богато представлены отряды лососеобразных 20 видов и карпообразных 12 видов. Основой ихтиофауны составляют рыбы, жизненный цикл которых приурочен к одной и той же территории, внутренним водоемам и морю. 4 вида являются полупроходными и 7 – проходными. В Красную книгу Республики Саха-Якутии занесено 112 видов животных, в том числе 16 насекомые, 6 рыбы, 3 земноводные, 2 пресмыкающиеся, 68 птицы, 17 млекопитающие. Из них 29 видов занесены в Красную книгу Российской Федерации. Якутия является уникальной территорией по разнообразию, количеству и качеству полезных ископаемых. Здесь официально зарегистрировано 1823 месторождения 58 видов минерального сырья. Наиболее важными являются месторождения алмазов, сурьмы, урана. Также на долю республики приходится 47 разведанных запасов угля, 35% природного газа и нефти Восточной Сибири и Дальнего Востока. При этом более 16 тысяч потенциальных месторождений остаются слабо изученными. Много редчайших и замечательных минералов таят в себе недра Якутии. Сиреневый чароид, зеленый хромдиапсид, голубой дионит, темно-оливковый велюит, серовато-белый ахтарандит, черный якутит. Главной особенностью этих камней является красивая окраска или декоративный рисунок. Человек заселил территорию современной Якутии сотни тысяч лет назад. Территория Республики Саха-Якутия начала заселяться в эпоху раннего палеолита. В эпоху неолита люди расселились по всему течению Лены и ее притоков.
Основу хозяйственной деятельности населения составляли охота и рыболовство. В первые века нашей эры на территории Якутии стало развиваться оленеводство, связанное с приходом сюда предков эвенов и эвенков. К XIII веку тунгусские племена расселились на Средней Лени, Вилюе, Алекме. В X и XV века центральные районы Якутии заселились предками якутов, скотоводческими тюркскими племенами, пришедшими сюда с юга из Прибайкалья. Постепенно тунгусские племена отошли к западу и востоку от Лены и в ее низовье. Часть их расселилась в бассейнах Колымы и Индигирки. Изучение древнейшей истории Якутии требует совместного труда лингвистов, археологов и генетиков. Якуты жили в Ленско-Амгинском междуречии, в низовьях Вилюя, Алекмы и верховьях Яны. Основным их занятием было разведение крупного рогатого скота и лошадей. Якуты занимались также охотой и рыболовством, на севере – оленеводством. Хозяйство носило натуральный характер. Якуты поклонялись небесным божествам Аи и духам природы, совершали весенне-летние ритуалы, справляли календарный эсэх, кумысные церемонии небу, земле и воде. Культура якутов уникальная и богатая. Истори якуты владеют всеми способами декоративно-прикладного искусства. Народный костюм, традиционные украшения, предметы быта до сегодняшнего дня вызывают огромный интерес у исследователей со всего мира. Также гордостью всего народа является фольклор, который сохранился, несмотря на то, что якуты долгое время были бесписьменным народом. Аланхо, исполнение таюк, танец осохой, сказки, легенды и предания сохранились до наших дней. Кроме якутов, на территории современной Якутии живут эвенки, эвены, юкагиры. Они вели кочевой образ жизни, занимались оленеводством, охотой, рыболовством и собирательством. Позднее, в XIX веке, появился один из наиболее молодых народов севера – Долганы. Также к коренным народам Якутии относятся русские старожилы, которые живут на севере Якутии. Культура коренных малочисленных народов Севера ярко характеризует их кочевой образ жизни. Вся одежда, хозяйственная утварь является мобильной, в основном изготовленной из оленьих шкур, костей животных и дерева. Устное народное творчество, танцы, песни, фольклор сохранились до наших дней в первозданном виде. В XVII веке после смутного времени государственная казна опустела. Для того, чтобы поднять экономику страны, необходимо было присоединить новые земли. Первые русские пришли на территорию Якутии в период 1620-30-е годы. В 1620-х годах первым из русских достиг Лены первопроходец Пантелей Демидович Пянда. Вернувшись, он составил первое письменное известие о своих открытиях, которое явилось поводом к дальнейшему исследованию Ленского края. В 1629-30-х годах группа мангазейских казаков под предводительством Добрынского совершила поход, во время которого они безуспешно пытались обложить ясаком якутов, живших на берегах рек Вилюя и Лены. В 1632 году на правом берегу Лены был заложен Ленский острог отрядом енисейских казаков под руководством Петра Бекетова. Место, на котором был первоначально построен острог, оказалось неудачным из-за весенних разливов Лены, часто затапливавших его. В 1638 году был образован Якутский уезд, подчинявшийся сибирскому приказу. Позднее уезд был преобразован в Якутскую провинцию и Якутскую область Иркутской губернии. Одновременно с Якутским острогом русские поселенцы основали Жиганск, Вилюйск, Алекминск, Верхоянск, Зашеверск, Среднеколымск. Эти остроги стали форпостами продвижения русских колонистов на северо-восток Азии, Дальний Восток и северо-запад Америки. В 1642-43 годах Якутский острог был перенесен на современное место в долину Туймада и переименован в Якутск. В скором времени Якутский острог превратился в важнейший опорный пункт, из которого осуществлялось русское освоение не только Ленского края, но и многих других северных и восточных территорий.
Присоединение Якутии к России способствовало социально-экономическому и культурному развитию края. Часть якутов начала заниматься земледелием. Крестьянизация коренных жителей края способствовала развитию просвещения народов Якутии, появлению литературы на национальных языках. С середины XVII века Якутия стала местом ссылки. Здесь отбывали наказания декабристы, участники польского восстания 1863-64 годов, народники, народовольцы, позднее представители всех левых партий и групп конца XIX – начала XX века. Ссыльные способствовали культурному и политическому развитию народов Якутии. В середине XVIII века начал обустраиваться Иркутско-Якутский тракт, ставший важным сухопутным звеном главного транзитного сибирского пути. В 1743 году между Витимом и Якутском по берегам Лены было учреждено 28 станций. В конце XVIII века их стало 36, а в 1860-х годах 64. Возрастало движение и по Охотскому вьючному тракту, устроенному для перевозки грузов Камчатской экспедиции Витуса Беринга, а в конце XVIII века получившему важное значение в связи с деятельностью российско-американской компании. В 1768 году была официально учреждена Якутская ярмарка. На протяжении XVIII-XIX столетий Якутск являлся важной опорной базой для исследований северо-восточных рубежей страны. Отсюда отправлялись в дальние походы первопроходцы Семен Дежнев, Владимир Атласов, Иван Москвитин, Василий Поярков, Ерофей Хабаров. В XVIII веке большой вклад в изучение Якутского края внесла вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга. Якутск являлся важным пунктом многих других академических экспедиций. В этих экспедициях нередко деятельное участие принимали местные жители. С XVIII века начали открываться школы в городе Якутске. В основном они были платные. Но с активной деятельностью политических ссыльных с XIX века в Якутии начали открываться частные школы политических ссыльных. Это способствовало формированию первой плеяды якутской национальной интеллигенции. Началось повышение уровня грамотных людей. Многие представители Якутии окончили крупнейшие вузы страны. Среди них можно выделить первого юриста из якутов Михаила Афанасьева, Василия Никифоровича Кулюмнюр, первого врача из якутов Прокопия Сокольникова, первооткрывателя каучука Ивана Кондакова, основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского и многих других. В историю Якутии вошли имена первых ученых, этнографа Гавриила Ксенофонтова, лингвистов Семена Новгородова, Гаврила Байшева, экономиста Кузьмы Гаврилова. В начале XX века активное развитие Якутска было связано с периодом губернаторства Ивана Ивановича Крафта. В это время в городе были построены электростанция, телефонная станция, открыты приюты. В 1913 году в городе был открыт отдел Русского географического общества. В 1922 году была образована Якутская автономная советская социалистическая республика. В 1923 году было открыто крупное месторождение золота на Алдане. Золотодобыча вызвала приток населения и дала толчок к освоению южных районов Якутии. В 1930 годах началась эксплуатация Северного морского пути. В устье Лены был построен морской порт Тикси. Водные и воздушные трассы связали ранее труднодоступные районы республики. Развивалась промышленность. В Якутске были пущены лесопильные, кожевенно-обувной и кирпичные заводы. Продолжался лов рыбы в низовьях Лены, добыча соли на Кембендяйском и Пеледуйском месторождениях, производство ряда видов пищевых продуктов и другое. Нужды транспорта и промышленности вызвали потребность в угле, добыча которого была организована в Сангарском и Канкаласском бассейнах. Было построено несколько электростанций. В 1950-х годах развернулись работы по исследованию недр.
Главным событием стало открытие алмазоносных месторождений по Вилюю. На западе республики была создана мощная алмазодобывающая промышленность. В 1950-70-х годах открыты новые угольные и железорудные месторождения, залежи нефти и газа. К концу 70-х годов в Якутии добывался почти весь объем алмазов и сюрьмы страны. Значительная часть золота, олова и других полезных ископаемых. Конец XX века – период политических, экономических и социокультурных трансформаций в СССР. В 1990 году ЯССР была преобразована в Якутскую Саха-ССР, в 1991 году в Республику Саха-Якутия. Первым президентом был избран Михаил Ефимович Николаев. Давайте поговорим о государственных символах Республики Саха-Якутия. Государственным символом любой страны относятся государственный герб, государственный флаг и государственный гимн. Конституция Республики Саха-Якутия был принят Верховным Советом Республики Саха-Якутия 4 апреля 1992 года. Флаг Якутии – один из главных государственных символов Якутии. Голубой фон олицетворяет красоту и величие Якутии, очарование севера и непростые условия жизни местного населения. Белая полоса – образ снега, а также символ чистоты и доброты. Красный – традиционный цвет в прикладном искусстве якутов. Зеленый – ассоциация зелени местной природы и дружбой между народами севера. Белый круг в центре флага – образ полярного солнца и традиционный символ связи с предками согласно древнему якутскому эпосу. Герб Республики Саха-Якутия представляет собой круг, в центре которого изображение древнего всадника со знаменем наскальных рисунков реки Лена на фоне солнечного диска щита, помещенного в обрамлении с традиционным национальным орнаментом в виде 7 ромбических кристаллообразных фигур и надписями «Республика Саха-Якутия» и «Саха-Республикате». Всадник на гербе Республики Саха-Якутия символизирует объединение людей, народов, живущих в республике. Под знаменем подразумевает соединение племени и его могущества, власть и начало государственности. Ромбовидный орнамент, украшающий обрамление, присущ всем северным народам и одновременно напоминает кристаллики ограненного алмаза, также своеобразного символа Республики Саха-Якутия. Кроме того, 7 ромбических кристаллов символизируют 7 народов, населяющих край – якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, долганов, югагиров. Синий цвет символизирует верность, искренность и надежность, белый – чистоту, а красной охрой выполнены наскальные рисунки у Шишкина. Гимн Якутии является региональным гимном Республики Саха-Якутия. Авторы текста – Савва Тарасов и Михаил Тимофеев. На русский перевел Владимир Федоров. Музыку написал Кирилл Герасимов. Гимн был принят 15 июля 2004 года. Итак, дорогие ребята, на этом наш урок подходит к концу. Всех еще раз поздравляю с наступающим Днем Республики. Любите свою родину, храните природу, чтите традиции и узнавайте еще больше про ее удивительную историю.